Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня снова мы в студии говорим об интернете. Сегодня наши гости Айгуль Кахаева, директор и учредитель ТО «Акнар Копирайт», и Александр Ляхов, интернет-деятель, вице-президент интернет-ассоциации Казахстана. Ну, естественно, мы будем сегодня говорить об интернете. Ну, наверное, вот Ляхова уже все знают. Вот, Айгуль, наверное, начнем с того, что вы немного расскажите о себе, в смысле о своей деятельности, вот, потому что вы человек на интернетовских горизонтах, ну, в всяком случае для меня новый, вот, то есть, ну, как-то расскажите о себе, о своей деятельности немного. Ну, то, что я Айна Итжанова, это, наверное, уже, скажем так, уже давно не секрет, когда-то это было секретом. Я много лет преподавала в ВУЗе, выпускала очень много, значит, программистов. Вот, очень много прекрасных ребят прошло вот, перед моими глазами, которых я обучала программированию. И я многих хотела бы видеть на месте Александра Ляхова, между прочим. Много кого из них. Потому что это люди действительно большой, высокой профессиональности и с большими потенциалами, большими возможностями. Ну вот, в прошлом году мы открыли свое ТО, которое занимается разработкой программного обеспечения. И, конечно, задача моя была привлекать именно вот моих ребят, которые я уважаю, которые умеют делать программы, которые умеют думать. И мы не раз проводили соревнования между программистами, поэтому вот эта отрасль, вот именно IT, для нас она наша, своя, родная, мы там плаваем, мы знаем много проблем, которые там есть, которые можно решать именно таким образом, выходя к публике, или же обращаясь к министру или еще как-то. То есть эти проблемы нам очень-очень даже знакомы. Поэтому как-то, наверное, это было закономерно, что мы здесь, что мы с Александром Ляховым общаемся и вот так вот переписываемся, как Александр выдал. И, кстати, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы меня пригласили ответить на эту публикацию, потому что, когда я ее прочитала... Нет, я вас прибью. Я вас не пригласил не для того, чтобы ответить на публикацию, чтобы поговорить об интернете, в том числе казахскоязычном. Ну, я хочу просто это использовать. Нет, давайте мы вернемся к этому. Вот сначала, Хорошо. вот у меня к вам будет несколько вопросов, у меня лично, да, вот по поводу вашей пресс-конференции. Вот я цитирую ваши слова. Русскоязычные сайты – это труба, которая притекла из России, оттуда шли деньги и возможности зарабатывать. Пояснить это надо? Вот сначала я свой вопрос, так сказать, поясню. Вот, допустим, наш сайт, да, он к России вообще не имеет никакого отношения. Никаких денег из России мы не получаем. Насколько я знаю, вот у моих коллег, которые работают в интернете, которые содержат сайты, русскоязычные сайты, они к России тоже никакого отношения не имеют, и из России никаких денег не получают. Вот. По сути дела, вы каким-то образом обвинили всех нас в том, что мы лоббируем в Казахстане интересы чужого государства и работаем за деньги чужого государства. Как-то это все очень неприятно. Это вы так сформулировали. Нет, я еще раз говорю, я процитировал то, что вы сказали на пресс-конференции. В таком контексте поняли. Да, поясните. Скажем так, русский интернет развивался, который в России, значит, он, между прочим, развивался грамотно. Грамотность его заключалась в том, что была возможность бесплатно создавать, скажем, значит, иметь хостинг, бесплатно получить домен, или же была возможность зарабатывать в русском интернете, именно на территории России. Это, допустим, это системы денег, это системы, допустим, реклам, это вот интернет-кошельки, например, это российское приобретение. WebMoney. Нам, да, WebMoney вот в этом году пришло, допустим, в прошлом году пришло WebMoney. Почему в прошлом? 10 лет назад пришло WebMoney. Ну нет, ну по крайней мере, я с ними работаю вот уже как год, наверное, потому что они уже официально называются WebMoney КЗ, хотя WebMoney сам по себе РУ. КЗ да, были уже 10 лет назад. Хорошо. КЗ именно. Но дело в том, что для КЗ он отношения не имеет никакого. Вот почему не имеет? Потому что, допустим, если я имею казахскоязычный сайт,
И у меня нет возможности заработать те же самые деньги, которые зарабатывают русскоязычные сайты. Вот, кстати, это тоже ваша фраза, да, которая тоже требует пояснения. Давайте поясним эту ситуацию. Интернет – это возможность зарабатывать деньги. Ну, вот в том числе, да. Первое, вот почему приток русскоязычных сайтов стал расти, вот допустим, это возможность заработать деньги на рекламе, на каких-то баннерных рассылках, возможно. И система, например, которая была поставлена, вот Бигун, например, Rumble FTZ, или же Google, допустим, AdSense, который позволяет зарабатывать на рекламах деньги. То есть это возможно, это стимулирование интернета. То есть вот этот стимул, стимулирование интернета, казахскоязычные сайты не могли получить. Понимаете? А почему? Нет, не понимаю. А потому что вот оно, я вам специально принесла распечатку даже этого письма. Вот смотрите, я тоже как этот наивный товарищ решила, вот на сайте Евера.кз я решила, у каждого автора есть возможность поставить свою рекламу на каждой страничке. И чтобы они это сделали, то есть если у человека есть стимул, его страница какие-то ему деньги приносит, то есть у него есть стимул дальше делать свою страничку, публиковаться и так далее, да? Поэтому для каждого автора я сделала возможность помещать на страничке рекламу. И, конечно же, решила его испробовать сама. И мне вот здесь вот пишут, значит, ну, во-первых, что он не поддерживает этот язык, не поддерживает, также пишет, также обратите внимание. Кто не поддерживает язык? AdSense, программы, которые дают возможность обмена рекламными баннерами. Также обратите внимание, что если язык вашего сайта поддерживается только в AdSense для поиска, индонезийский или вьетнамский, необходимо отправить новую заявку, если у вас индонезийский или вьетнамский язык. Это вот AdSense мне прислал, посмотрите. Ну, я верю вам. И понимаете? Что? То есть, это так просто, определить казахский язык так просто. А казахский язык для Гугла вообще не существует. Для него существует индонезийский, вьетнамский. Есть Google КЗ, он работает на территории Казахстана, между прочим. И спасибо, что он работает, потому что у нас нет пока такого ресурса. Но он собирает деньги с территории Казахстана, вот реклама, которая размещается на русскоязычных сайтах. Это, допустим, тот же Кител, например, или же еще какие-то там форумы, бизнес-форумы. То есть рекламы посылается в Google в расчете на то, что они привлекут большое количество посетителей, да? Правильно? А Google отдает эти рекламы, бери, пожалуйста, вот делится частью этих доходов только с русскоязычными сайтами. Только. А я вот не понял, а что мешает вообще напрямую размещать рекламу, то есть обратиться к какой-то организации, которая... Ой, извините, звонок. Отвечаем? Да, пожалуйста. Алло, вас слушают, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне Александр Ляхов вопрос. Ну, пожалуйста, задавайте. Вот сейчас вопрос идет, что казахский язык тормозом является для интернета или прогресс. Вот я хочу вопрос задать. Почему за время существования русскоязычных сайтов в Казахстане, вот, например, Зона Кизер, не может сделать дубляжа? Для этого что, желания нет или финансы ограничены? Но это уже ко мне вопрос, не к Ляхову. Ну русскоязычным сайтам, вам, ассоциации. Спасибо. Пожалуйста. Что касается вопроса про казахский язык, конечно же, он не является тормозом. Наоборот, я считаю, что во многом сейчас Казнет и будет прирастать за счет казахскоязычных сайтов. То есть, если сейчас соотношение где-то примерно там 4 к 1, ну, то есть 20% всех сайтов Казнета имеет казахскоязычную версию, может даже побольше, то я думаю, лет через 5 это соотношение будет там 80-90. Ну, то есть практически там 80% сайтов Казнета будет иметь казахскоязычную версию. Это просто можно объяснить очень просто. С течением времени людей, для которых казахский язык будет родным или таким же равноценным, как и русский, будет расти. То есть это просто закон жизни, что называется, вырастет поколение. И, соответственно, если есть спрос, соответственно, будет и предложение. То есть очень простой ответ. Вторая часть вопроса меня касается, но могу ответить, что
я не понял, что слово «дубляж» означает. Если вы имеете в виду, пусть поддержит звонок, если вы имеете в виду перевод наших материалов на казахский язык, то вряд ли это имеет смысл. То есть я думаю, что на казахском языке надо создавать свой контент. Вот. Если вы имеете в виду перевод видеоматериалов, то как мы в прямом эфире можем этот вопрос решить, я не знаю. То есть я сомневаюсь, что его можно решить. У нас недостаточно технических средств. Это первое. И еще вопрос касается денег. То есть, допустим, перевод статей на казахский язык стоит денег, дубляж стоит денег на дополнительное оборудование и на переводчиков, которые синхронно будут переводить. Увы, у нас таких денег нет. Дело в том, что наша газета русскоязычная, вот, и мы работаем в соответствии в правом поле, и, в принципе, нет такого запрещения, что мы обязаны употреблять казахский язык именно. По мере возможности мы делаем сетевые обзоры на казахском языке. Кстати, хорошо было бы, чтобы их еще люди, владеющие казахским языком, читали, потому что посещаемость этих обзоров очень низкая, а это обзор, сетевой обзор всех казахскоязычных сайтов, и этот обзор выполнен на казахском языке. Мне очень печально, что вот эти обзоры, значит, люди, владеющие языком, не читают и оставляют, естественно, мало комментариев. Вот мой ответ на ваш вопрос. Еще звонок, да? Давайте еще звонок выслушаем. Алло, мы вас слушаем. Вы не удовлетворили. Я хотел насчет казахстанского патриотизма вашего. Если патриотизм есть, то единая конституция, все сайты русскоязычные должны на казахском языке хотя бы вести. Даже сайт Акарды должна быть на основной странице двухязычной. Нельзя делить вот английская там версия, казахская версия, это резервации по сути. Никто туда не будет заходить. Хорошо, у нас время ограничено, я ваш вопрос понял, спасибо за вопрос, отвечаю. Сайт на двух языках должно быть, и у вас. Все, я понял, хорошо, хорошо. Языки должны переводиться на государственный. Я понял ваш вопрос, сейчас я вам отвечу, спасибо. Значит, еще раз повторяю, мы работаем полностью в правом поле. Вот, ни в Конституции, ни в других законах не вменено в обязанность русскоязычному сайту или русскоязычной газете, даже бумажной газете, что-то печатать на казахском языке. Вот. А переход или дублирование, или часть материалов, публикация части материалов на казахском языке требует определенных затрат. Вот. У нас просто нет средств для того, чтобы сделать эти затраты. Это первое. Второе, дефицит кадров, дефицит казахскоязычных журналистов, вот, дефицит переводчиков, все это есть. Вот такой мой ответ на ваш вопрос. Давайте мы продолжим дальше, потому что тут звонки один и тот же человек. Да, на вас я еще до конца не Да, ответила. пожалуйста, да. Вот я хотела бы продолжить ответ на ваш вопрос. Вот вы говорите, что мешает, например, привлекать, скажем так, непосредственно рекламу. Дело не во мне только лично. Вот здесь, понимаете, здесь есть такая общая большая проблема. Вот я, например, сегодня вот принесла специально данные такие. У нас, оказывается, по результатам статистики компьютерная неграмотность составляет, оказывается, всего 3%. Представляете? Неграмотность. Да, вот там, у них там формулируется так вот. Нет навыков. Республика Казахстан 3%. Понимаете? 3%. У нас только детей до 10 лет и стариков выше 65 А чьи-то лет. данные, Игорь? Вы понимаете? Это статданные, бюллетень 2009 года. Оказывается, по этим же статданным у нас 25% населения составляют именно дети и старики. Понимаете? И вот представьте, откуда они взяли 3%. Потому что... А это чей вопрос? Это стат-бюллетень за 2009 год. Он висит на сайте стат.кз. Ну, да. статистики Можете там посмотреть. Нельзя доверять. И дело в том, что была программа по выравниванию информационного неравенства 2006-2009, да? Она так ударно началась и ударно закончилась, и никто о ней ничего не слышал. Деньги розданы, большие-большие деньги розданы.
Ну, я действительно... Судя по статистике, очень хорошо закончилось. Они поработали, да. 3%, даже ребенок у нас, вот, даже дети уже родились, они уже компьютерными навыками владеют. 3% это даже не старики, это... И вот у нас основное население, сейчас вот тоже опять по статданным, 47% населения, это живут люди в аулах. В аулах нет интернета. Откуда у них есть компьютерные навыки? Вот поэтому у нас нет на казахских языках, вот именно на сайтах казахского языка, нету посетителей. Я это заметила, когда я думала, я прекрасный сайт создала, Еле-Райо, да, вот уж что-что, но песни петь казахи это любят, сочинять стихи любят, это уже природное, понимаете? У нас нету посетителей. И откуда возьмутся эти посетители, которых вот Азамат Омаров, вот это я принесла специально его работу, которую поддержала интернет-ассоциация, и вот эта работа интернет-ассоциации помогла ему вот этот проект утвердить, и она сейчас ударно работает на сайте Аллат КЗ называется. И это называется поддержка Казнета, развитию Казнета. Это не поддержка Казнета, это называется распределение ресурсов в нужные карманы. Ну, и этому помогает ассоциация, интернет-ассоциация. Так, давайте не будем сейчас, давайте еще раз послушаем. Тоже человек звонит, нет? Ой, не туда нажал. Алло, говорите, слушаю вас. Добрый. Алло. Говорите. Добрый день, это вас беспокоит Серказак Акбаланов. Это из наших, да. Интернет интернета. Вы, наверное, все меня знаете. Все эти проблемы, конечно, можно бесконечно обсуждать, но в данный момент для конкретного вопроса вы втроем вот друг другу по данному направлению какие моменты можете, помощь оказывать друг другу, допустим, Александр Ляхов, да, вы конкретно какую помощь можете оказать вот Айгуль Кокаева? Или вы, Юрий Мизин, пожалуйста, какую-то часть берете вообще оказать помощь вот казахскоязычному интернету? Хорошо, я ваш вопрос понял, спасибо. Значит, о том, какую мы помощь друг другу можем оказать, мы будем об этом говорить в процессе вот нашей дальнейшей беседы. Вот. Но, в принципе, мы уже оказываем помощь, мы публикуем обзоры сетевые обзоры казахских интернет-сайтов на казахском языке. Вот. Это уже конкретно делается, я уже об этом говорил. Давайте продолжим, Айгуль. И вот то, что вы пригласили в эфир, это, я думаю, тоже помощь, потому что я хотела бы завершить сегодняшний проект ваш обращением к казахскоязычной аудитории на казахском языке, если вы позволите. Пожалуйста. Да, спасибо. Пожалуйста. И вот именно вот такая помощь, чтобы люди нас слышали, люди нас видели. И чем больше людей будут видеть, что мы что-то пытаемся для них сделать, чем больше людей привлекутся в интернет, тем действительно эта проблема будет решаться. Я хочу сказать, что... Вы сейчас будете обращение делать? Нет, это я в конце, если вы позволите. Хорошо. Да. Я могу просто говорить, а в какой-то момент Александр много говорит. Я хочу саму проблему обозначить, если вы позволите. Да, хорошо. Может быть, вы сначала несколько вопросов Хорошо, у нас как-то. Вот Байге, да, это интернет-премия, она будет касаться только казахскоязычных сайтов или нет? Это будет касаться сайтов, которые имеют казахский язык. То есть там есть такой пункт. Сайт имеет казахский язык обязательно и дополнительные языки. Вот они указывают, какие языки еще дополнительные. Только 2 языка указывается. Мы 3-й язык не требуем. Вот, например, английский, там еще что-то. То есть основные 2 языка. Если это, допустим, ресурс, который только казахский язык имеет, он тоже получает, значит, участие, поддержку. И если он еще имеет казахский вариант, он тоже получает. И вот здесь, например, мы как-то отдельным пунктом решили пропустить еще такой вариант, когда сайт имеет только русскоязычную, допустим, версию, только русскоязычную. Но этот сайт, допустим, он нам нужен, для аудитории он нужен, для казахскоязычной аудитории. Кто это будет определять, нужен или не нужен? Ну, во-первых, скажем так, мы привлекаем экспертов, которые будут оценивать, допустим, вот ваш сайт, если, скажем, людям нужен сайт «Зона КЗ», нужен, мы не участвуем, например. В конкурсе, ни Нет, в каких сразу. Дело не в этом, дело не в том, что вы не участвуете, дело в том, что здесь немножко система другая. Мы просто шерстим интернет, понимаете? Мы просто его пропалываем, Казнет,
везде, где он есть, все, что касается именно Казахстана. И собираем информацию именно вот где какие сайты есть, потому что многие люди даже не знают, как участвовать, допустим, в том же Ауаде, например, или еще где-то. То есть мы наоборот, мы как выставил свой сайт, ты рассчитываешь, что мы его увидим, то есть это уже, мы потребляем его, понимаете? Это продукт, выставленный для потребления. Мы уже делаем о нем какой-то свой отзыв, уже включаем его в каталог, то есть наша цель получить полную картину Казнета именно вот с точки зрения, как развивается казахский язык в интернете. А не так, вот 3% оказывается у нас только не имеет навыков. Вот это вот, знаете, это очень удивительно. Я правильно вас понял, что вот в вашем конкурсе никто не подает заявки, а вы сами определяете, кто будет участвовать? Здесь, в этом конкурсе, регистрируются участники, которые хотят тоже подключить какие-то сайты. То есть, вот, допустим, вот Александр захочет нам помочь и знает такие ресурсы, которых мы не знаем, например. Он регистрируется и регистрирует сайты, говорит, вот этот сайт, я знаю этот сайт. То есть 10-15 сайтов, например, Александр зарегистрировал. То есть вот именно таких активных людей мы потом привлекаем. А если они не хотят участвовать? Ну, если, вот, смотрите так. Давайте скажем, вероятность того, что будут такие, мы их называем экспертами, которые помогут нам притянуть, вероятность того, что такие люди будут, это 100%. А вот в количественном, да, в диапазон, возможно, будет... Нет, я говорю, вот вы там в реестр сайт, вот Ляхов включил, а этот сайт не хочет участвовать, и что дальше? Значит, вчера мы разговаривали, вот у меня, я говорю, у меня очень много студентов, которые работают вот на поле Казнета в разных точках, есть такой студент у меня, Сережа Шевченко, мы с ним отрабатывали вчера технику, вот эту подключение сайтов. Мы только включились, то есть сайт, доменное имя добавляется, и тут же включается скрипт, который определяет, значит, кто, где, что, как. Потом именно вот тому человеку, регистранту, который зарегистрировал этот домен, посылается письмо, а ваш сайт включен в каталог. Дальнейшее действие уже может предпринимать человек, который, допустим, уже зарегистрировал, его сайт включили без его ведома, допустим, в Байкоп, и дальше он может выйти на нас, сказать, это мой сайт, или там какие-нибудь претензии уже может предъявлять. Но нет такого слова, я не хочу участвовать. Вы понимаете, если продукт выставлен... Я понимаю, обычно на конкурс подаются заявки, вот, то есть кто хочет участвовать в конкурсе, подает заявки, а кто не хочет, не подает заявки. Нет. Вот, иначе что это за конкурс? Вы понимаете... Это вот, не конкурс, а это вот рейтинг будет уже. То есть рейтинг делается без согласия, а конкурс, на конкурс вот... Здесь у нас в Байге будет несколько конкурсов. Вот именно люди, которые добавляют сайты. Сайты сами по себе, допустим, получат свои рейтинги. Люди, которые добавляют сайты и активно участвуют в продвижении вот именно в нашей работе, между ними конкурс будет, конкурс экспертов. Будет конкурс журналистов. Журналист может зарегистрироваться и, допустим, писать какие-то отзывы о каких-то сайтах. Или же, допустим, он где-то опубликовал, он присылает копию статьи. У вас есть положение о конкурсе? Да, есть. Мы это все пишем, разрабатываем. Окончательный вариант, вот, наверное, будет представлен уже где-то в начале сентября. Мы рассчитываем. Вот вчера звонили с Министерства информации и связи, нас пригласили на встречу с казахскоязычной аудиторией, почему-то в Чимкент. Правда, меня это немножечко напрягает, но ради того, чтобы это дело двигать, мы поедем в Чимкент. Почему вас напрягает? Чимкент? А потому что в Алмате много людей можно собрать. В Чимкенте мы теперь будем сейчас вот выявлять, кто, где, когда, там, чтобы побольше людей участвовало. Хорошо. Значит, вот конкурс ваш мы услышали, вот теперь, что господин Ляхов скажет, вот он же один из организаторов этого конкурса «Авард». Не только организаторов, но и один из, скажем так, разработчиков всей схемы проведения конкурса. В свое время мы с Костей проделали большую работу, и то положение, которым сейчас пользуемся, ну, скажем так, все моменты, Айгуль, они уже давно проработаны. В частности, момент с включением сайтов, действительно, любой человек, не обязательно владелец или разработчик сайта, имеет возможность подать заявку на любой сайт. Поэтому здесь не исключается вариант, когда любые интересные, допустим, ресурсы на казахском языке вы можете спокойно и сами подавать.
Поэтому как бы ничего нового здесь вы не открываете своим конкурсом, это раз. А второе, если человек в конце концов действительно не хочет, чтобы его сайт участвовал, он просто пишет нам, сказать, заявку, что ребята, вот сайт поданный, сказать так, наш сайт поданный кем-то, мы не хотим, чтобы он участвовал, он просто исключается. И, соответственно, ставится галочка, если кто-то снова попытается его подать, то заявка просто даже не будет приниматься. Это вообще в принципе неправильно, что вот кто-то может подать. Нет, вообще неправильно. Нет, объясняю. Вот Айгуль очень правильно этот момент подметила, что нужен как можно более максимальный охват. Естественно, что многие даже не знают о таком конкурсе до сих пор, хотя конкурс, например, наш 8-й год проводится, но все равно есть люди, которые, скажем так, не знают об этом конкурсе, и очень многие сайты, скажем так, даже из числа победителей, они бы никогда о них люди не узнали бы, если бы таким образом не поданы были их заявки. Поэтому я считаю, что это все-таки плюс, момент положительный, что любой может заявить любой сайт, но другое дело, что да, нужно оставить владельцам право, сказать, исключать сайты, потому что они хозяева, скажем так. Вот. И, соответственно, все остальное. Вот каждый год что-то добавляется в правилах, положении, потому что есть критические какие-то замечания, есть свои собственные моменты, которые мы каждый раз там добавляем. Появляются новые номинации, например, с прошлого года добавилась номинация «Лучший двуязычный сайт». То есть мы прекрасно, например, понимаем, что сайты, например, созданные там, частным образом, они не могут конкурировать, например, с сайтом там, Эйр Астаны. То есть там действительно казахскоязычная версия, она ничуть не уступает русскоязычной. Соответственно, уже как бы плюс. Поэтому, скажем так, есть лучшая казахская версия, например, а есть лучший двуязычный сайт. То есть где-то есть возможность как бы компенсировать и взять первую там, премию или войти в призеры, сказать, вот уже в 2 номинациях. Вот. И такие моменты, я говорю, действительно, почему я говорю, что когда конкурс проводится 8-й раз, его раскрутка уже гораздо лучше, победа в нем более почетна. И здесь я не вижу смысла создавать сайт, причем разделенный по национальному, вот, по языковому точнее, не по национальному, по языковому вопросу. Смотрите, ну, во-первых, мое отношение к этим конкурсам, да, я вообще-то не верю в них. После того, как, не в обиду будет сказано, сайт продавца пиццы стал главным сайтом Казахстана, вот, для меня это все. Для меня это авард ушел. Я больше никогда не буду в аварде участвовать. То есть, Юрий Михайлович, вас устраивает только когда зона КЗ побеждает? Нет, почему зона КЗ? Не зона КЗ. Ну, навигатор в свое время победил, но не потому, что сайт такой ну, красивый, а потому, что его признало жюри. Саша, ну я понимаю, вот как прошел сайт продавец пиццы. Ну, не надо мне вот это говорить. А как он прошел? Юрий Михайлович, в данном случае вы обижаете меня как организатора. Я высказываю свою точку зрения. Я понимаю, но я тоже должен сказать. Я говорю, после того, как сайт продавца пиццы прошел в авард, все, я больше в аварде никогда участвовать не буду. Но тем не менее. А что в этом плохого? Объясните мне, пожалуйста. А где он сейчас? Есть он сейчас этот сайт? Бистро.кз до сих пор существует. А ты смотрел, какая там посещаемость вообще? Ну, а при чем здесь посещаемость? Здесь посещаемость? У сайта есть 3 оценки: за дизайн, Саша, за функционал и за контент. Вот понимаешь, как вот в том году, я не помню, в каком году это было, вот приехал человек, да, из-за рубежа и спрашивает, а вот есть в Казахстане лучший сайт? Я говорю, есть. Он говорит, покажи, а я ему раз и показываю, да. Он будет в недоумении, понимаешь? В недоумении будет. Для того года он был замечательным, но если учесть, что сайт уже 4 года не обновлялся, конечно, сейчас он покажется старомодным. Да, 4 года не обновлялся. Ладно, давайте этот вопрос, я просто свое личное мнение высказал. Далее, я хочу сказать, а вы не можете как-то вот свои конкурсы, я не за то, что я против этих конкурсов, ради бога, пусть они проводятся. Я о своем личном участии говорю, вернее, о неучастии. А вы не можете как-то найти общий язык и вот объединиться? Зачем вот начинается разделение? Вот мы казахи здесь, а вы не казахи там, и так далее, и так далее. Вот это разве хорошо? Это разве нормально? Вот когда ко мне обращается кто-то с предложениями вот как-то продвинуть что-то казахскоязычное, то есть я с удовольствием иду на контакты, не всегда это получается, к сожалению. Вот. Ну а здесь вот вы сидите, а неужели вы не можете найти общий язык и сделать нечто такое? Вот у него есть огромный опыт вот, по проведению вот этих... Вот смотрите. Зачем вам эта вот такая самодеятельность нужна? Зачем? Вы же разделяете, вот вы сознательно разделяете. Вы разделяете общество на 2 части, этого не нужно делать. Давайте
позвольте я отвечу. Да, пожалуйста. Вы знаете, очень много субъективных моментов вот в этом вопросе есть, очень много. Вот я хочу сказать сначала про роль министра нашего Аскара Жумагалиева. Он очень хороший подход такой нашел, что нужно общаться с публикой и вместе делать этот каст-контент. То есть он нас пригласил на встречу, мы обсуждали многие моменты, но и был такой субъективный момент, как, скажем, пиар-менеджер Аскара Исеркегенова, Алия Талабаева. Вот в этой головочке уместился определенная группа людей, которых она видит как создатели каст-контента. И она приглашает их к министру. Среди них я случайным образом затесалась. И, конечно, я болею душой за то, что вот казахский язык не развивается в интернете, там много-много проблем, очень много проблем. А получается так, что ресурсы, которые и так зарабатывали деньги, они, то есть, не бедствовали, то есть хоть как-то они разрабатывались и зарабатывали какие-то деньги. Тот же АЛАТ, коммерческий проект, они тоже неплохо зарабатывают, хотя я не спрашиваю, скажем, сколько. Те же самые, которые вот судились, это вот с доменом, они тоже неплохо зарабатывали. Тот же самый УЧИ, она всегда говорит, на хлеб с маслом не всегда хватает. То есть девочка-студентка и молодец, делает хорошее дело, но она это делает, чтобы вот иметь дополнительный доход. А тут сама проблема, большая проблема осталась вот за воротами. Понимаете? И вот этот субъективный момент, когда человек думает, что вот он пригласил самых лучших людей, да, и вот после этого, когда мы второй раз уже встречались, я когда обозначаю проблему, между министром и мной встает какая-то фигура, и я пытаюсь им объяснить. Вы знаете, вот есть такая проблема, вот это то, и опять же эта субъективная маленькая головка не может понять эту проблему. Меня вот это убивает. И опять же уходит проблема, не решается. Все попытки министра быть правильным министром сводятся к решению маленьких головок. Вот так вот. И вот этот результат, например, который подготовил, скажем так, Азамат Омаров, при всем своем большом росте, он имеет тоже очень маленькую головку. Вот этот вот результат он прошел. И сейчас он называется государственная поддержка Казнета. И при поддержке интернет-ассоциации. Давайте вернемся к моему вопросу. Давайте я продолжу дальше. Хорошо. И вот теперь смотрите. Когда я пытаюсь там что-то говорить, пытаюсь поднять этот вопрос, вся группа, в том числе и Александр Ляхов, и Шавкат Сабиров, они хором закрывают мне рот. Я же не могу же так разговаривать. Мы с министром, когда встречались, Алия Талабаева мне вообще заявила, если вы будете много выступать, мы вас не пригласим к министру. Понимаете, вот как у нас государственные дела. А зачем вам к министру приглашение, я не понял? Ну, проблема... Министр это министр, а мы здесь сидим. Зачем нам вообще всем приглашение к министру? Вот я не понимаю. Теперь смотрите, почему Александр Ляхов так остро против меня выступает, и вот эти же моменты приближенность. А где он выступает против? Вот здесь, пожалуйста. Айгуль, против вас я ничего лично не имею. Наоборот, я всегда вашу роль... Вот я еще раз повторяю вопрос. Если меня не понимают... Айгуль, а почему вам вот не найти контакт? То есть вы можете войти уже в раскрученный бренд, в этот товар, да, и взять на себя там эту казахскоязычную часть, пригласить нужных экспертов, то есть продвигать свои идеи уже в раскрученном бренде. Зачем вам создавать новое? Вот теперь смотрите. Видите, тогда у меня появляются нехорошие подозрения, зачем вам встреча с министром нужна и так далее, и так далее. Нет, вы поймите, просто мы должны как общественность действительно помочь вот этому хорошему делу. Если человек изъявляет желание привлекать людей для решения, допустим, проблем Казнета, это очень правильно, я думаю, все министры должны так работать именно. Но у нас не получился контакт. Не получился. С кем? А почему? Мы всегда приглашаем. С кем у вас контакт? С Александром не получился контакт, с Омаровым, Азаматом контакт не получился, с Алией Талабаевой контакт не получился. А зачем вообще контакт с министром нужен? Я не понимаю. И с министерством. Хорошо, давайте. Вот я живу, да, мне не нужны контакты с министрами. Ну не нужны мне они вообще. Не понимаю я. Часть решений проблем Казнета – это финансы. Вот, например, есть у нас Казконтент называется, да, организация, которая создает золотые сайты. Вот бриллиантовые сайты. Вы не знаете, сколько эти сайты стоят? Нет, не знаю. А
Зачем мне это знать? Вот теперь смотрите. Вот, например, нужно привлечь в интернет казахскоязычную публику, правильно? Кстати, вот казахский язык в интернете очень сильно развивают и вкладывают очень большой вклад в Казконтент. Делают вот люди, которые в прошлый раз были на пресс-конференции, которых вы почему-то по имени не назвали, а назвали человек в тюбетейке, там еще некий. Почитайте, Айгуль. Почитайте, там есть. И вот, там есть титр есть. Вот Изгалик Нагиев, например. Он сам по себе вот ходит и болеет вот за Казнет, всем создает сайты, 40 с лишним сайтов создал, но это не человек богатый. Если бы Александр Ляхов сделал 40 сайтов, он бы здесь, наверное, сидел бы... Ой, ладно, Александр знает цену деньгам. Александр палец не поднимет, пока не заплатят. Как ты сказал, Александр, в этом году Аллах не потянул вы понимаете, вопросы финансов, правильно? Вы понимаете, с вами сложно разговаривать, потому что если бы я скажем, опровергал каждое выражение, вы бы не провели пресс-конференцию, поэтому мне и пришлось писать, потому что все, что вы говорили об Аварде, все было неправдой. Вот сейчас то же самое вы повторяете. И насчет денег. Я за свои сайты ни одной копейки не получил. Вы можете это поверить? Я, кстати, могу Это подтвердить, раз. что вот кто... Авард это общественное мероприятие, а не коммерческое. Я вам задала вопрос. Какой? Почему вы отказались от, значит, не стали президентом интернет-ассоциации, да? Потому что есть там президент Шавкат Умарович Сабиров. Нет. Александр, ты мне ответил как? Потому что они не потянули мои запросы. Это я говорил про, почему я ушел из исполнительного директора и стал вице-президентом на общественных началах. Потому что, чтобы... Я был единственной оплачиваемой должность в ассоциации. Вот в этом и есть разница. Какая разница? Какая разница? Чтобы Александр сделал какое-то доброе дело, или же тот же Айгуль, мы же не будем здесь сейчас обсуждать. Айгуль, вы не путаете простые вещи. Вы как директор ТО получаете зарплату? Получаю. Ну так и я точно так же получал зарплату в интернет-ассоциации. Вот, теперь... А Авард и все остальное, это все моя общественная нагрузка. Да, это коммерческий проект, который и так окупался. То есть он Кто? Авард? Авард это не коммерческий проект. Я еще раз объясняю. Авард это общественное, так сказать, мероприятие, социальное. Саша, если не секрет, ты получаешь деньги в Аварде? Нет. Два последних года никто за Авард копеек не получал. А вот эти СМС-голосования? Это все идет на оплату последнего мероприятия, покупка призов и все такое прочее. 20 тысяч долларов мы ежегодно отчитываемся. 20 тысяч долларов обходится нам Авард. Вот эти все деньги это спонсорские и СМС. Хорошо. Если вы собираетесь, как вы объявили, даже платить владельцам сайтам, у нас таких денег нету. В лучшем случае бы, говорю, призы. Значит, Казнет в том состоянии, в котором он сейчас, в каком он находится, его, допустим, допустим, Казконтент с места не сдвинет. Им выделяют большие деньги, например. Но они делают государственные сайты, очень дорогие, и у нас нету, скажем так, вот какой-то вот классификатора оценки стоимости этого сайта, нету такого. Поэтому деньги государственные, неизвестно, как они отчитываются за эти деньги с помощью вот этих же сайтов. Вот, например, чтобы привлечь казахскоязычную аудиторию в интернет, нужно удовлетворить их спрос. Должно быть очень много книг хотя бы 1000 книг на казахском языке. А кто эти 1000 книг в интернете разместит? Кто? Есть люди, выкладывают. Вот, без всяких ассоциаций. допустим, вот этим будет заниматься, допустим, библиотека, которой выделили деньги. Так ведь одну книгу, даже если сканировать, он будет ее день сканировать, хорошо, если день, 1000 дней им понадобится, чтобы ввести эти книги. То есть эти задачи надо решать действительно с помощью населения. Я вот предлагала очень много проектов. Я говорю, вот там еще один такой проект, например, 1000 тенге за одну книгу просканированную. Если она распознана, допустим, 1500. Вот объявите вот такой народный клич. Завтра же в интернете будет эти 1000 книг. Понимаете? На казахском языке. Игуль, во-первых, есть сайты библиотек. Сайты библиотек. Та же Бегаленко имеет свой сайт и очень хороший. Этого недостаточно. Нет, я понимаю, что этого недостаточно, но понимаете, вот вы поймите, вот эти задачи, вот я еще раз говорю, есть такие задачи, которые можно решить с помощью вот населения. Это очень большая задача, привлечь в интернет большое количество людей, именно казахскоязычных. У нас
в казахскоязычных людей в интернете очень мало. Вы сами видите, вот вы создали казахскоязычный анализ, никто, говорите, не читает его, никто не пишет комментарии, потому что нету этих людей в интернете. Ну хорошо, а что вы предлагаете вот для развития казахскоязычного интернета? Конкретно, вот первое, второе, третье. Первое, мы хотим сделать, во-первых, создать каталог сайтов, определить рейтинги сайтов. Мы хотим определить сайты, которые должны охраняться государством. Вы понимаете, вот этот софт Елерай... Что значит рейтинг? Кто будет этот рейтинг оценивать? По каким критериям будет этот рейтинг производиться? То есть как это вот? Значит, здесь акцент будет делаться на контенте. Если этот контент, вот допустим, есть вот поэты, писатели, которые создали свои авторские сайты. Они подарили свои произведения вот, всемирной паутине, да, например. Понятно. Вот что-нибудь с ним случится, кто будет его сайт поддерживать? Вот я знаю, что сайт Ляхов, он уже застрахован, да? Кто его поддерживает, кто вам помогает его поддерживать? Айгуль, я уже устала проявлять ваши измышления. У вас если это не дай бог завтра умру, сайт просто потеряется, потому что поддерживать его некому будет. Он только на мне одном держится. Поэтому вот, но было, помните, когда вас, я просто давно это было читала, когда вас поддержали с хостингом, вы описывали вот эту ситуацию. Нет, хостинг, да, мне достается бесплатно. Ну вот я об этом и говорю. А что такое хостинг? У тебя виртуальный этот самый сервер? Нет, у него, вот если... Или физически? Нет, ну, это можно сказать виртуально, потому что на сайте у Саши, у школы... Вот, вот смотрите. У меня объем большой, поэтому стоил бы ни копейки. Вы знаете, я, например, вот создав сайт Елерай КЗ, на мне висит большая ответственность за произведение этих людей. Вы понимаете? То есть я должна застраховать как-то, вот, что они мне доверили свои произведения, я должна завтра, чтобы оно было донесено до потомков. И этим надо заниматься. Ну хорошо. Этим надо тоже заниматься. Сказали, вот идея хорошая, сканировать за деньги, объявить населению. Что... Потом, смотрите, вот если если мы определим эти сайты, допустим, которые должны охраняться государством, министерство должно взять их на себя. Вот именно должно выделить где-то виртуальный какой-то сервер, что-то. То есть вот определяя те сайты, которые должны мы хранить, где-то мы должны получить этот ресурс. Ресурсы есть, там не так много надо. Но поймите, я же не буду этим заниматься. Так это же надо заниматься... Это же делается не таким образом. Это должны быть деньги выделены не вам, а библиотеке. Библиотека пусть, как бы сказать, объявит, ну не конкурс, а такую программу, что за каждую отсканированную книгу столько получать. То есть должен быть хозяин, который занимается этим делом. Кто такой хозяин? Кто это профессионально может сделать? Только библиотека и библиотекарь. Ну а теперь я смотрите, правильно говорю? Нет, да? вы правильно говорите. Деньги, скорее всего, и выделяются библиотекам. Но ведь они же не так делаются, что книг до сих пор на казахском языке в интернете нету. Есть. То есть... Давайте, Айгуль, так, давайте напишите статью о том, что вот это для развития казахскоязычной части интернета я предлагаю вот в библиотеке сделать то-то, то-то, то-то конкретно, а министерству выделить на это деньги. Вот, давайте вот такую статью, я вашу статью опубликую с удовольствием. Мы этим и занимаемся, Дело в том, что это моя голова, это одно. Вот эта идея хорошая. Да, но есть люди, которые тоже вкладывают свой вклад, то есть надо же учесть именно мнение многих людей, поэтому мы хотим найти всех сообщников и иметь возможность в любой точке, допустим, Казахстана, чтобы был какой-нибудь эксперт от нашей байги, чтобы мы знали, что он там продвигает эти идеи, те же самые вот привлекает вот публику. Вы опять обособились, все пытаетесь обособиться, да? Вот опять же, понимаете, вот это вот все идет тенденция разделить народ Казахстана на две части. Вы его делите все время, вот у вас такая тенденция прослеживается. Вот вам вместо того, чтобы с Ляховым находить общий язык сейчас и вот решать совместно проблемы, вы опять, наши представители, наши. А вы нам не доверяете совсем? Нет, а теперь смотрите, Александр, он уже, скажем так, в интернете... Вы его уже вообще во всех смертных грехах обвинили. Нет, Александр много времени в интернете, и у него всегда была возможность делать то, что он заявляет. Он хочет поддерживать казахский язык, он хочет... Но это все слова. Почему у него не было возможности... Вы почитайте, сколько только за этот год я в блинах прокомментировал казахскоязычных сайтов. Почитайте. Не менее полусотни. Как вы знаете? То есть Ляхов комментирует все сайты, которые... Я читаю его обзоры. Что? Давайте мы отдадим на откуп
Ляхову казахский язык? Да при чем здесь? Каждый делает свое дело. Я просто говорю о том, вот чем я помогаю развитию казахского язычного интернета. Вот, я говорю о них. А вы не могли сделать то же самое, что мы сейчас делаем, например, привлекать тех же вот экспертов с разных точек Казахстана? В смысле привлекать? Да вы с ними не найдете общий язык, потому что они все говорят на казахском языке. Нет, я понимаю. Нет, экспертов каких? Я не понял. Вот зачем мне эксперты в данном случае? Ну хорошо. Это наша методика работы. У нас немножко другой метод работы. Это первое. Второе. Выросло поколение. Если раньше, возможно, Александр Ляхов был один, то сейчас выросло много людей, которые прекрасно знают интернет. И нужно им позволить заявить о себе, показать себя. Так кто ж против-то? А кто мешает? Интернет – такая среда, где любой может себя очень показать. демократичная много среда форумов, интернет. Много блок-платформ. Причем, чтобы сделать сайт, больших затрат не нужно. То есть, ну это же все, как бы, это не то, что бумажную газету издавать. Вы поймите, вот еще смотрите, есть ситуация, когда людей надо заставлять решать свои проблемы самим. Вот есть проблема казахского языка, это проблема казахов, понимаете? И нужно, чем больше людей мы сюда привлечем, чем больше людей какой-то вклад внесут в решение этого вопроса, тем быстрее в интернете будет казахский язык достаточно именно функционировать, как функционирует русский язык. Вы говорите очевидные вещи, кто с этим спорит? Никто не спорит. Вы поймите, я вам еще раз говорю, казахскоязычной аудитории мало в интернете, мало. Наша задача расширить эту аудиторию. От того, что хоть вы 10 авардов проведите, вы не сможете это сделать. Привлечь. А вы каким образом сможете Каждым сделать? годом число казахскоязычных сайтов в Алмате увеличивается. Я еще раз объясняю. Мы привлекаем людей из разных регионов для участия в этой работе. Если у него будет интерес развивать вот региональный ресурс, допустим, именно в регионе внести какой-нибудь вклад, это первое. Второе, это обязательно должна быть поддержка, эта программа должна работать правильно. Если министр решил, скажем так, очень хорошо поставил задачу, надо ее помочь решить правильно. И не все задачи может Александр решить сам с помощью этого АУАДа. Не все, понимаете? Нельзя брать все на себя. Нет, ну подключайтесь к Аварду, решайте вместе, это готовый бренд. Зачем вы все создаете сначала? Зачем вы изобретаете велосипед? То есть вы воспользуетесь теми доработками, которые уже готовы в русскоязычных сайтах. Мы расширяем возможности АУАДа. Если мы привлекаем большую публику в интернет казахскоязычную, возможно, они рано или поздно тоже будут участвовать в АУАДе. АУАД сам по себе, он имеет свое место. Это действительно раскрученный бренд, но вы почему боитесь, что будет много АУАДов? Да мы не боимся. Мы только ради пользы Казнета, за Казнет ради. Почему вы говорите? Мы считаем, что действительно вот этот конкурс не идет на пользу. Если мы говорим, отделяемся как казахскоязычные, например, как вы считаете, вы казахскоязычные, да, мы казахскоязычные, от этого никуда не уйти. И нам нужно развивать казахский язык до такой степени, чтобы он мог хоть как-то... Вам же никто не мешает. А вот для этого мы и сделали Байгу. Знаете, у вас самая такая черта, я бы сказал, нехорошая, да, может так некорректно скажу, то, что вы врагов ищете все время. А врагов-то вокруг вас нет. Вот, а вы все врагов придумываете. Нет врагов. То есть мы же не против того, что вы собираетесь... Правильно, почему тогда... Вот, кстати, насчет сотрудничества. Так, давайте еще по поводу сотрудничества, я сделаю акцент на этом. Давайте минутку прервемся. Алло, вас слушают, говорите. У меня создается такое впечатление, что вы вдвоем мешаете, наоборот, идеям Айгуль Кархаевой. Вы говорите, что почему вы отдельно... Так, суть вопроса. Вопрос задавайте. Вы мнение не выражайте, задавайте вопрос. Вы позвонили, чтобы задать вопрос, задавайте. Такая идея. Почему вы против? Против чего? Против такой идеи, что был отдельный конкурс именно по казахскоязычным сайтам. Все, ваш вопрос понял, спасибо. Я не против, сразу говорю. Я просто хотел, чтобы Айгуль воспользовалась опытом и уже раскрученным брендом. Вот еще раз. Значит, можно сделать еще конкурс и такой, и сякой, и 5-й, и 10-й. Больше конкурсов. Вот теперь смотрите, у нас так получилось, что многие
именно вот дела в Байге, если мы привлечем очень много экспертов, многие будут просто волонтерами, То есть мы не гарантируем всем платить за какие-то там участия, но именно вот это вот желание вместе сдвинуть эту проблему с места, оно позволит привлечь в наши ряды много людей. Это первое. Второе, вот по поводу поддержки. Я, например, к Александру обратилась с таким вопросом. Вы видите, что мы делаем хорошее дело, и мы знаем, что АУАТ имеет большие наработки. Вы, вот, допустим, в качестве поддержки, например, вы не могли бы нас поддержать? Я могу даже... Я спросила... Если я считаю идею конкурса плохой, почему я должен поддерживать? Вы поймете вот. Правильно. Ну, я вас поддержу. Если мне не нравится эта идея. Айгуль, я вас поддержу. Спасибо, спасибо. Я вас поддержал, когда вы сайт делали. Спасибо, вот спасибо, спасибо, да. Поддержу. Так все, то есть у меня прямое обращение к Александру было, вот такой ответ я получила. Поэтому, в принципе, тут... Нет, но он высказал свое мнение. Я насчет его конкурса высказал свое мнение. Ну, однако, что это, я не считаю, что после этого... Ну, правильно, правильно. Мне враг, или а теперь смотрите. АУАТ – это личный проект Александра Ляхова. Да захочет он его поддержит, это общественный проект. Захочет он поддержит, не захочет не поддержит. Что-то утверждаете, Айгуль, ну так нельзя, так нельзя разговаривать, вы поймите правильно. Тихо. Вот все, смотрите, что вы не сказали в мой адрес, все неправильно. Смотрите, все, вот все. если у вас есть право отказывать мне в помощи, например. Так, вы не забыли, что вы в прямом Хорошо. эфире, да? Не забыли, Хорошо. я напоминаю. Значит, наше время подходит к концу. И вот, я хочу... Я как раз хотел сказать, что вот вам предоставляю слово выступить на казахском языке с обращением, пожалуйста, вам слово. Ну, я еще хочу немножечко на русском сказать, Пожалуйста. что вот Байгу сейчас в данный момент поддерживает партия зеленых руханият, в частности Серикжан Мамбеталин. То есть вот эти добрые дела, все мои идеи, которые я предлагаю, вот они внедряют, помогают, вот спасибо большое. И я думаю, что казахскоязычная аудитория это оценит тоже. Вот эта камера же, да? Моя. Да, говорите, как сидели, так говорите. Құрметті қазақ сайт жасаушы қазақ қауымдар, қазақ қауым, осындай бір жақсы бір игілік істі біз бастадық. Осы игілік іске сіздер де бір үлестеріңізді қосады деп ойлаймын. Бұл жерде үлес қосу үшін мына қазақ тілді ресурстарды іздеп тауып, ол туралы біздің сайтқа жариялап, оны қосып, одан кейін тағы да көптеген өздеріңіздің ойлаған ұсыныстарыңызды жазып, қосымша осы белсенді қазақ тілін жасап жүрген қазақ азаматтары бізбен бірігіп, бізбен қосылып, осы іске атсалысуға болады. Біз бәріміз Асқар Жұмағалиев мырзаның жасап жатқан істеріне қосылып, бәріміз ел болып қазақ тілді интернетті бірге дамытамыз деп ойлаймын. Бұл жерде тек қана бір ниет керек. Осы біздің ниетіміз дұрыс болса, біз оны бірігіп істей аламыз. Одан кейін мына айтып жатқан осы статистикалық деректер бойынша қазақ тілді азаматтардың интернетте жоқ екені анық көрініп тұр. Сондықтан біріншіден қазақ тілді дамытамыз десек, қазақ тілді қажет қылу керек, қажет. Интернетте ол қажетті тіл болу керек. Сондықтан қазақ тілде ақпарат көбірек болса, кітаптерді өз бетімен салып жатқан қазақтарды білеміз. Сол сияқты істерге атсалысып, бізге көмектерін қосуға болады. Ал тағы да біз осы мына бәйгінің қасынан Ар-Уждан деген бір сайыс клубын аштық. Сол бойынша қазақ тілді журналистер өздерінің мақсаттары болса, көздеген өздерінің тақырыптары болса, соны бізге алып келіп, көрсетіп, осыны интернеттен осылай тікелей эфирда осылай шығарсақ деген сияқты жарты сағат отырысқа жоба жасап әкелу керек. Біз ол жобаларды түсіріп, интернеттен көрсетіп, және соған елдердің сынын жинап, қазақ тілді журналистикаға да үлес қоссақ деген ойымыз бар. Сол сияқты бәйге сайысы көптеген қазақтың ішіндегі сайыстарды жасай беруге атсалыса береді. Және бұл мүмкіндікті ел болып бәріміз бірге қолданайық. Сіздерге көп рахмет. Все, да. Саша, ты не хочешь что сказать в заключение?
Да нет, я просто хотел бы повторить те слова, которые Айгуль говорил раньше. Я целиком поддерживаю все ее начинания, связанные просто с развитием казахского языка в Казнете. Тот же сайт Елерай, тот же конвертер котировок. Это замечательная идея, это, естественно, все надо поддерживать, я с удовольствием это делаю. Если я с какой-то идеей не согласен, вот в частности, именно с конкурсом, проведением конкурса Байге, я, естественно, об этом и говорю. И не нужно меня видеть в этом каким-то врагом. Но если мне сама идея не нравится, ну... Я вот хочу немножечко сказать на русском языке, вот то, что я сказала на казахском, чуть-чуть, если позволите. Мы вот, казахскоязычная журналистика, она тоже имеет проблемы. Вот именно из-за того, что казахскоязычная журналистика страдает казахский язык. И вот, в частности, в Байге мы предложили казахскоязычным журналистам приходить, показывать свою какую-то одну тему, которую он может поднять вот так же. Вот мы сидим, он точно так же может поднять эту тему. Мы это все снимем, опубликуем в интернете на сайте Байге, и люди будут свои отзывы оставлять об этом проекте. Но журналистам надо к этому готовиться, и мы готовы пиарить всех казахскоязычных журналистов, мы готовы выявить среди них самых лучших, показать. И это тоже вклад. И в Байге будет много конкурсов. Это Байга. Хорошо. В заключение я хочу сказать, что господа, которые развивают казахскоязычный контент, не ищите себе врагов. Мы вам не враги. Вот. Мы живем в одном государстве, мы граждане одного государства. Не разделяйте, давайте работать вместе. Давайте на этой, будем говорить, оптимистичной ноте закончим. Спасибо вам. Еще раз повторяю, у нас была в гостях Айгуль Охаева. Да, я же вас по-другому знаю. Да. И Александр Ляхов. Вел Юрий Мессинов. До свидания. Спасибо.